Want to go to school and embarrass you? Want to make like they got no home training? So I told myself. Всем привет, друзья! Вчера у меня был день рождения, 30 декабря. Это был самый лучший день рождения в моей жизни. Я честно вам скажу, потому что я этот целый день провел со своей любимой, со Сюзанной. И мы очень классно провели время. Сегодня 31 декабря, Новый год, наступает новый 2022 год, друзья. Это очень круто. Вообще скажу, что как я начинал как блогер, да, начал вдохновляться с Амирана Сардарова. Вот. Потом нашел такого человека, как Алексей Тишебаев, как он переехал в Москву, да. Ссылку на его канал оставлю внизу. Вот. Вслед за ним я переехал в Москву, начал менять свое мировоззрение, мышление и так далее. И пошел очень большой рост, поэтому сейчас я достиг хороших результатов, там 1 миллион подписчиков в Инстаграме и так далее. И крайнее видео, да, когда я смотрел канал Алексея Тишебаева, он переименовал такой сериал «Тихий дом». Там говорится о колесе баланса. И так как я его фанат, давно еще смотрел, 5 лет я смотрю его, тоже решил сделать колесо баланса. И дело в том, что я в прошлом году по методике Елены Блиновской «Марафон желаний» сделал 10 целей. И один из них был 1 миллион подписчиков. И это сбылось. В этом году я купил специальную карту желаний от Гусейна Гасанова. Гусейн Гасанов тоже играет в моей жизни очень большую роль, потому что он мне сделал несколько больших реклам, откуда у меня там сотни тысяч подписчиков. От Гусейна Гасанова, друзья. Он мне сделал большие рекламы, поэтому у меня так много подписчиков. Кто не знает, я это говорю. Это никакая не накрутка, а чисто от такого мирового уровня блогера. У него 20 миллионов подписчиков в Инстаграме, понимаете? И так вот, я у него купил карту желаний. Сейчас я вам покажу. Там тоже колесо баланса, как у Тишебаева, да. И сейчас я буду ставить цели. Сейчас вы посмотрите, что за колесо, что за карта желаний. Все вам покажу, расскажу, друзья. Вот эта штука, друзья. Посмотрите, это workbook, рабочая тетрадь. И вот моя карта желаний. Здесь все мои цели на 2022 год. Давайте начнем по порядку. Здесь, как вы помните, наверное, я обещал Сью купить большой черный джип и так далее. У меня есть цель построить в Москва-Сити студию. Хочу достичь российского уровня в песнях, собрать стадион в Москве и так далее, стать российским артистом. Также хочу, чтобы у нас была хорошая фигура, чтобы у меня был плоский живот, кубики рельефный, пресс и так далее. Вот такую форму хочу. Далее я хочу в нашей жизни, чтобы мы имели сына, дочку как минимум. Это в центре мы, Сью и Сеткил. И также признание. Я хочу выиграть тарелку Муз-ТВ. Также золотую кнопку, бриллиантовую кнопку, 10 миллионов подписчиков. Я хочу попасть в список Forbes, 500 миллионов долларов. Написать книгу как трансформатор, да, Дмитрий Портнягин. Накопить финансовые знания, зарабатывать вот такие деньги. Вот эта фотография наша реальная. Вот мы столько зарабатывали. А это, конечно, в будущем. Каждый месяц будем так зарабатывать. Ну и плюс вид из нашего окна Москва-Сити, Нью-Йорк. И хочу Rolls-Royce купить.
Вот такая карта желаний. И далее у нас аудит жизни, то есть мы проверяем, как мы живем, в каком мы состоянии находимся. Далее мышление, мы должны поменять наше мышление. Далее трекер привычек, то есть мы должны выработать одну и ту же привычку в течение 31 дня. Здесь и правильное питание, похудение, зарядка, физкультура, спорт, там другие привычки, финансовые какие-то привычки. 5 главных целей. Кроме этого, отношения, семья, финансы, благополучие, стабильность, источник поиска себя. Go to school and embarrass you. Want to make like they ain't got no home training. So I told myself. Кого ты считаешь самую красивую женщину в Туве? Политика, допустим. Политика. Да. Мою жену. Она что, политикой у тебя занимается? Конечно. Ну она такая Знаешь, вот скрытая, да? То есть она Это как серый серый кардинал. Это здорово. А вот если... Все, что я делаю, да, все, что я делаю, это я обсуждаю с ней. Боишься жену? Конечно. я Я классический подкаблучник, понимаешь, тувинец. Но ты знал, что Чингисхан, да, вот потрясатель вселенной, он всегда слушался жену, всегда, но при этом завоевывал... Хорошо, в ваших отношениях кто главный? Правда, что в тувинской семье женщина главная? То есть она как бы типа шея? Да, но знаешь, Вот тувинская женщина делает так, чтобы мужчина думал, что он главный, но она просто позволяет, понимаешь, делать так мудро, что тебе дает такую свободу, что ты считаешь себя главой, да, но в самых решающих моментах все равно ты должен обсуждать с ней. То есть это женская мудрость. А бывают женщины, которые во всем тебе запрещают, тебя держат в ежовых рукавицах, но в самый ответственный момент сливается.